Казани состоялась мировая премьера сценического прочтения мессы си минор Иоганна Себастьяна Баха. «Даруй нам мир» – так называется новая постановка театра имени Джалиля. Автор идеи – выдающийся танцовщик, хореограф, художник и поэт Владимир Васильев. Легендарный исполнитель шел к воплощению своей мечты 40 лет. Размышления о жизни и смерти вылились в оригинальный спектакль с новыми техническими возможностями. Подробности у нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Для воссоздания грандиозной хамольной мессы Баха важна каждая деталь. Например, грим для солистов балета, придуманный старшим мастером и кладущийся на лицо артиста, должен еще больше подчеркнуть его естественные краски. Они должны быть более яркими, потому что и свою партитуру придумал художник по свету. Лица участников попадают в теневой поток, а посему должны быть выделены особо. Рождение человека, его познание действительности, взаимоотношения с миром, знакомство мужчины и женщины и длительный путь от радости до скорби, гнева и ликования до финальной жизненной точки проходит через ассоциативный ряд мессы си минор Баха. Владимир Васильев предлагает свое видение пребывания человека на земле. Выразительные средства, будь то компьютерная графика, миссия дирижера, пение солистов и хора и пластические поединки солистов балета и всей труппы работают, как принято говорить, командно. Я понял, что это спектакль просто обо мне. Я делаю спектакль о себе, о своем рождении, о человеке, который прошел со мной всю жизнь, о девочке, о мальчике, который приходит с самого детства вместе и дальше проходит по жизни весь цикл до утраты. Васильев говорил, что это не балетный спектакль, тем не менее особо дотошные улавливают некие движения, относящиеся и к самому почерку хореографии мэтра, будь то некие штрихи из каменного цветка, или адажио в «Спартаке», или «Весна священная». Три пары осуществляют психологические отношения мужчины и женщины. Быть естественными. Не так, как мы привыкли, в каких-то классических спектаклях. То есть нужно изобразить такое чувство, такой характер. И хоть разбейся, ты должен это сделать. А здесь более все естественно, как Владимир Викторович просил. То есть никаких специальных поз. То есть все должно быть от души, от эмоций, от чувств. Общение с ним всегда только вызывает положительные эмоции. Он всегда положительно настроен на репетиции, какое-то такое творческое состояние. Причем он не просто сам его создает, но и хочет, чтобы именно у артистов тоже завелись и по-творчески начали что-то создавать вместе. Масштаб и глубокий философский смысл музыки космоса, исполняемый в католических соборах, потребовал масштабных воплощений. Главной темой остается одно – единение людей вне их географического расположения в современном обществе и сохранение такой важной и необходимой истории, не поддающейся делению на составляющие, укладывающейся в одно простое слово – мир. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».